Привет, любви, добра. Мы сейчас находимся около здания Калининградской биржи. Здесь у нас областной музей изобразительных искусств. И мы хотим посмотреть выставку 3D выставку картин Васнецова. Вот. Причем на улице идет ужасный моросящий дождик. Тут вот сидят мокрые львы, охраняя здание. И мы сейчас пойдем в теплый холл музея, чтобы спрятаться от этой погоды зимней. На улице +5. Ну вот так вот серенько. Очень даже серенько. Так, а где касса? Да. Колода палец апостола Валентино и замерла в глубоком забытии. На нее было наложено магическое заклятие, поэтому она будет спать до тех пор, пока ее не разбудит возлюбленный. Удивительно. Баба Яга. И 33 богатыря, и Баба Яга. Я же все сказки попала. Мы можем насладиться зрелищем богатого Аленушка. повсюду изумительный орнамент. Тут Иван Царевич и Серый Волк. Я же все эти знаю картины. Соседние яркие здания. Только они сейчас еще и в 3D сделаны. Эти картины. Так вот стану. Там ковер-самолет есть. И царь вот этот вот. Ну, Кощей, да. Кощей, наверное. Вообще. Это вот как в детство попало. Виктор Васнецов. Вот она, Снегурочка. Картина написана холодными красками, перекликающимися с небольшими теплыми акцентами. Тонкий узор платьев персонажей, обстановка помещения. Думаю, что каждый из вас помнит вот «Спящая царевна», да, все эти картины. Создает ощущение реальности происходящего на холсте. Богатырь со Змеем Горынычем борется, да? И смеяна царевна. А вот 3 богатыря. В картине используется сюжет из русских Прекрасно. сказок, Рыцарь на распутье. которая внушала своим родителям страх за свое здоровье. Или богатырь на Так как распутье. никогда не смеялась, и ее ничто не радовало. Что бы ни делал царь-отец, девушка Витязь на распутье, точно. ни на веселье, ни на лекарства, ни на колбаски и садки. На полотне как раз изображен Пойдем? такой момент. Пойдем дальше. Будущая царевна пытается всячески раздать Пойдемте смотреть «Зимнюю мистерию». Картина Бабы Яги, на самом деле, Баба Яга – это реальный персонаж. Это африканская царевна, у которой был брат, царь. И она его убила и ходила с его ногой. Ну, как в африканских племенах некоторых принято. Вот, поэтому первые славянские путешественники привезли эту историю из Африки и положили в основу русской народной сказки. Вот видите, вот все предания, все какие-то мифы, да, они подкреплены правдой на самом деле. У нас «Зимняя мистерия». Красиво, как галерея. Ну, это, наверное, что-то типа северных регионов Арктики, да? Ну-ка посмотрим. Байкал. Это порт Байкал. Ну, зимний регион, да, конечно, озеро. Написал Андреев Константин Владимирович из города Курска. 81-го года картина. Так. Сети работают. 75-й год. Юнтунин Сула Хейкиевич. Для Калининграда это диковинка, зима.
Зима Калининград. В Калининграду точно в диковинку. 59. Мне нравится вот эта картина. Как она называется, Владимир Николаевич? Весна 88-го года. Кто написал ее? Балабаев Александр Михайлович. Город Красиво. Калининград. Город Калининград. О, классический русский пейзаж. Церковь на возвышении и деревенька. Гороховец, 68 год. Тут тоже вот деревенский пейзажик. 2011 год. Орловский Виталий Абрамович. Сорок шестой год. Вот куда еще, да? Пойти, когда на улице неприятно. Конечно, в картинную галерею. Столько впечатлений получили приятных. Мне вот это нравится. Я люблю яркие. Снег. Последний снег. 75 год. Глущенко Николай Петрович, Украина, Киев. Украина. Заметили, да, зимние картины, они несколько такой пейзаж тусклый. Часто встречается такой серый. Но есть яркие. Когда уже начинается весна, или вот, например, вот эта картина «Зимний вечер», причем, да, Раюшкин Владимир Николаевич, Калининград. Здравствуйте. Да, конечно. Так, это 3D, это мой вид. Нет, это видно 3D пойдет. Николай Петрович, Калининград. Он тоже калининградский художник. У них события, снег выпал, они пишут картину, видите? Так что как бы это про Калининград действительно. Снег выпал, картину пишут. А вот это уже очень интересно. Это новогодняя картина, такая яркая, такая красивая, из 76-го года. Написал ее Пархунов Борис Викторович из Москвы. Митя в новогоднем костюме. Класс. Мне очень нравится. Красиво. Давай обойдем вначале. Хорошо, давай обойдем сначала. А там еще подниматься куда-то вроде сказали надо. Или как бы это. Калининград, 93 год. 93-й год, так, это 2008 года. Зимняя дорога. Калининградский художник. Шевченко Адольф Александрович. Вот видишь, туда надо подниматься. Пойдем тогда ту галерею посмотрим. Что? Да, конечно. О, вот это вот с фиолетовым оттенком картина. Мне нравится. Цвета такие. Зимний день. Санкт-Петербург. Фомин Петр Тимофеевич. 81 года картина. О, домики. Какие красивые домики.
Стекло цветное. А я когда нагибаюсь, такой вот перелив стекла еще идет. Мне же сначала это не по себе стало. Ух ты, какие красивые домики. Посмотрите на них. Индри Стулгайте, Крюкиене, Литва. Из серии «Домики» 2012 цветное стекло. Авторская техника. Стажаров Владимир Федорович, Москва. Шиляево солнце пригревает. 69 год. 69-й год. Вот эти красивые какие. Необычные картины, да? Ульянова Ольга Анатольевна. Калининград. Воспоминания о зиме. 91-й. Шерсть, лен, хлопок, капрон. Ручное качество. Смешанная техника. А это что? Интересно. Елфимов Виктор Александрович. Калининград. Декоративная композиция «Зимний лес». 94-й год. Глина, глазурь. Ван Гог, роспись. Ух ты. Санкт-Петербург, 912 года. Холст, масло, зимний пейзаж. Видите, картина 12-го года. Интересно. Довольно-таки. Какие необычные изделия. Зорькина Евгения Марьяновна. Калининград. 98-го года. Композиция декоративная. Из ваз, морозка, глина, роспись, эмали. Воскресный день с Сергеем Посадом. 2008 года. Не, я люблю яркие, прям вот такие. Мне нравятся. Ух ты, окошечко. Керосиновая лампа. Зимойная дача, 86 год. Дача, точно. Прям полное ощущение дачи. Вот этот плетеный стул. Красота. Очень красивая картина. Так, а тут у нас что? Что за боярыня? Термот с красным подносом. 2002 год. Красиво. Так, а это деревянная. Сказка, рельеф, сосна, ель, тонировка, вощение. Прикольно. Под старославянск. Дитяшечка, ты моя. Мой прям такой же был. Укатался. Укатался, это точно. Так, тут что? Зимка, 86 год. Ворота-то какие. Мне нравится. А тут что? Тоже потекла, все это растаяло. Ранняя весна как. Весна, 54 год, Калининградский. Ага. Художник. Тут посуда у нас. Тоже под зимнюю тематику, да? С птичками. 75 год, сервис, зима. Красиво. Вениамин Александрович Бирюков. Солнце взошло. 78 год. Тоже Калининград. Тоже Калининград. Оттепель. 67 год. Тоже он же. И это его картина. А уже видно по почерку. Вечер. 63-го. Мне нравится. Пойдем там посмотрим. Тут Миша беленький лежит. Это вот с Питера художник. Варичев Иван Михайлович на Волхове. 71-й, да. А это что? Какие интересные. Прям. Декоративная композиция «Мелодия зимы», 2002 год.
Терракота, лепка, облак. Красиво. Вот это вообще прям такая тоже яркая картина. Ты посмотри. И необычная. Полина Григорьевна. 2018 год. Угу, лошадка. Новая. Мишенька, ты мой медведь. Ты прям как настоящий. 56-го года декоративная скульптура «Спящий белый медведь». Посмотрите, он прям как наш Демидушка лежит. Красавчик. Он немножко больше мопса. Ну, немножко больше мопса, конечно, килограмм на 200. Монголия. До Болт. Первый снег. 83 год. А вот из той же серии, получается, да, терракота. Точно. Мелодия зимы. Прикольно. О, наш храм. Представляете? 2006 год. А его только тогда, по-моему, поставили же, да? Да. Красота какая. Храм Христа Спасителя. Снег в был. Калининграде. В Калининграде был снег. В этот момент. И смотрите, как написали картину. А сколько птиц на картине. Прелесть какая. Часики. Часы со скульптурным изображением пути со стрелами. Западная Европа, 19 век, бронза. Это рисунки карандашом же, вероятно. На бумаге причем. Факсимиле, бумага, Офорт, резец. Ага. Красиво. Ангелочки. Птичку взял в руки. Амуры. Киска. Хорошая. «Спящий ангел» называется картина. Часики хорошие. Ну, это, наверное, про киску написали. Часы 19 век. Не про ребеночка же. Про киску написали «Спящий ангел». Все правильно. Это мне вообще нравится. Прям такая зарисовка. Бал. Представляешь, люди вот так одевались и ходили. 782 год. Так одевались и ходили. Ты можешь себе это представить? Дискотека. Барон Владимир Николаевич. Прошу присесть в реверансе передо мной. Ничего не знаю. Прикинь, мы бы вот как вот эти. Живот, подожди, у меня не такой еще живот. Ты еще не отрастил такой, что ли? Тебе придется подкладку сделать. Я ничего не знаю. Так, ну это по-любому Наполеон. Ну я ведь уверена в этом на 100%. Смотрите. Ну, с фигурой Наполеона. И конь его. Я прям узнала по лицу. 1830-50-е годы, Франция. Концерт. Концерт. Потрясающе. 1773 год. Кстати, мы сейчас бы попали в 1773. Что бы там с нами было? Владимиру Николаевичу пришлось бы подкладку на живот делать. Ну вот мы выходим. Я хочу сделать пару фотографий. Возьми, пожалуйста.
хочу галерею сфотографировать. Как красиво. Сфотографировала. Вот такой у нас был небольшой поход в музей. Мы все выставки брать не стали. Мы взяли только две. Зимняя мистерия и 3D Васнецов. И нисколечко не пожалели, потому что очень-очень хорошие выставки. Нам понравилось. А вы смотрите, какие здесь ретро-полы. С правой стороны в окне. Давайте выглянем в окошечко. А здесь Нет, а можно выглянуть вот так. река рядом. Канал. Канал, да. Если там что-нибудь вы увидели, потом напишите. Вот. А мы пошли домой, потому что сегодня дождик, нельзя гулять. Будет неприятно гулять, да? Мы и так все вышли и сразу все вымокли. Сейчас кое-кто пойдет дышать солью, чтобы не простыть. Я хочу магазинчик посмотреть. На 2 часа, наверное, приходил, да? Ух ты, ух ты. Вы только посмотрите на это. Ух ты. Какая прелесть. Сейчас мы обязательно что-нибудь прикупим. Сейчас посмотрим, что мы можем по нашим средствам взять. И что-нибудь обязательно возьмем. Интересно. Такие изделия действительно художественные. От фотографии есть старые. Калининграда, Кёнигсберга, да? И новые есть. Тут что? Всякие штучки. Мне вот это нравится, вот такие домики. Красивенько. Да, я посмотрела. Присмотрела. Тут еще футболочки есть. Здорово. Вот мы купили такие себе на память магнитики. Они вышли 450 рублей вместе. Мне нравится. И пошли мы одеваться. Всем пока, до новых встреч. Надеюсь, что вам понравилось с нами гулять. О, я еще вот сюда хочу зайти. Ух ты! Маленький биржа прям. Здание биржи в миниатюре и корабли. Круто. Так раньше было. Все, теперь всем пока точно.